Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздің 10-шы сабағымыз. 10-й урок сегодня с вами. У нас добрый день. И сегодня мы с вами продолжаем тему времен глагола. Вспомним, что стандартно в казахском языке, как во всех языках, есть прошедшее, настоящее и будущее. Прошедших, о которых мы с вами уже поговорили, 4, настоящих 2 и будущих 3. То есть в казахском языке фактически 9 временных нюансов. Повторюсь, что также можно использовать одну форму плюс дополнительные слова, наречия, либо словосочетания. Это, допустим, форму кельдом. Также можно здесь одну форму использовать и плюс дополнительные слова, и здесь одну форму плюс дополнительные слова. И для начала использования вы сами определите, какую форму вы будете брать, использовать. И тогда вы можете сказать: Сауле Муратовна, а зачем? Тогда мы все проходим. Все очень просто. Потом, изучая язык, мы понимаем, что язык – это палка о двух концах. С одной стороны вы говорите, с другой стороны вы понимаете. Таким образом вы разговариваете. Человек, который изучает любой язык, на этом языке начинает всегда разговаривать достаточно в таком сжатом формате. Но мы же общаемся на новом языке с носителями данного языка, соответственно, носители языка разговаривают в полном объеме. Так вот, чтобы вам было более комфортно понимать этих людей, мы проходим все нюансы. Чуть попозже вы также будете все нюансы использовать. Для начала можно использовать какую-то одну форму во всех временах. Но знать мы должны все. Итак, переходим к следующей форме времени, собственно, настоящее время. Это та форма, которую те люди, которые обучались в учебных заведениях Казахстана, многие помнят. Это такое время, которое называется нақ осы шақ. Очень часто именно название этого времени помнят. И помнят, что это что-то такое много, со всеми нюансами, с наворотами. И сегодня мы с этим разберемся. На самом деле все очень просто. Нақ осы шақ, собственно, настоящее время, то есть это время, когда действие совершается в данную секунду времени. Так вот, эта форма делится на две части. Во-первых, это простая форма есть и сложная форма. И хочу обратить ваше внимание на рабочую тетрадь, вашу рабочую тетрадь на 10-й урок, лист 10.1. Собственно, в настоящее время простая форма. Настолько простая, что в этой форме даже нет суффикса времени. И она настолько простая, что всего 4 глагола есть в этой форме. Всего 4 глагола. Это глаголы тур, отыр, жүр и жатыр. Вот всего 4 глагола принимают эту форму. Остальные, весь миллиард глаголов, они все в настоящем времени выражаются через сложную форму. Все очень просто, сейчас я расскажу. Собственно, настоящее время простая форма. Эти глаголы, почему так ситуация распределилась? Дело в том, что эти глаголы сами по себе имеют свое лексическое значение. Эти глаголы сами по себе имеют право жить и обозначают стоять. Я, допустим, стою, сижу, лежу, хожу. Но именно эти 4 глагола выступают в сложной форме, они выступают в роли вспомогательных глаголов. Вот почему только они и есть здесь. У вас в рабочей тетради после этого урока однозначно обязательно будет домашняя работа, где будут прописаны упражнения. Давайте мы для примера возьмем всего один пример для разбора. Я сейчас сижу в кабинете моей сестры. Разберем один пример вот в этой форме времени. Вы уже научились пользоваться алгоритмом, поэтому действуем всегда по формуле, действуем как бойцы спецназа. У нас есть всегда алгоритм, есть формула, и вправо-влево нельзя. А то мы запутаемся, а то мы не то напишем. Итак, я сейчас сижу в кабинете моей сестры. Я сейчас сижу в кабинете моей сестры. Где у нас действие? Сижу. Мы с вами знаем, что глагол у нас состоит из 3 частей. Есть сам глагол, то есть само название действия, потом есть когда
действие совершается, и есть кем действие совершается. Вот мы с вами написали, мы с вами нашли слово «сижу». Из контекста мы понимаем, когда это будет время, это сейчас. И мы видим, что кем действие совершается? Мной. И поэтому, благодаря конструкции глагола, мы можем в одном слове обозначить вот эти три нюанса. То есть сам глагол «отр» сейчас, это значит в настоящее время, и я. «Отр-мен». Вообще, по идее, здесь должен быть суффикс, но в этих 4 глаголах этого нет. Поэтому «отр-мен». И фактически мы с вами перевели сейчас «я сейчас сижу». И мы видим место, где я сижу, это кабинет моей сестры. А это уже нами любимое сложное словосочетание, которое состоит не из 3 слов в кабинете моей сестры. Вчитайтесь, давайте вчитаемся в словосочетание и поймем, где, в каком месте я сижу. Я сижу в кабинете, который что? Который просто моей сестре принадлежит. То есть кабинет это будет главное место, в смысле главное слово, и мы его напишем последним. Давайте вспомним алгоритм и распишем слова сначала по местам расставим. Да? Кабинет. Выясняем, чей кабинет, мой или сестры? Сестры, апа. А вот сестра уже моя, менің. И теперь давайте мы вот эту пару мы оформим. Вспоминаем моя сестра, менің, апам. А теперь мы вот эту пару оформим. То есть вот менің, апам мы показали, что сестра мне принадлежит. А теперь мы должны сделать, чтобы кабинет сестре принадлежал. И мы помним 2 типа окончаний, 2 магнита, которые склеивают слово в единое целое. Первый тип окончания, помните, он у нас был еще зеленый, да? Это апамны. И вот здесь будет окончание, которое дублирует вот это слово. Апа – это она, значит, ее кабинет. Кабинета. И у нас получилось менің апамның кабинета. Отырмын здесь непростая, нечаянно тут, это непростая. Менің апамның кабинета. Кабинет моей сестры. Сижу. И теперь давайте мы вспомним, что нам нужно сделать, чтобы показать, что в кабинете моей сестры. Мы задаем вопрос. Сижу где? Место, да, местный падеж, и, соответственно, здесь мы дописываем окончание местного падежа. Кабинетен где? Вот так, очень просто. В конце этого урока у нас обязательно есть домашнее задание, где вы по алгоритму полностью прописываете, отрабатываете эту форму времени. Теперь давайте мы с вами перейдем к самой загадочной части времен глагола в казахском языке, наксушак, которая не одним словом выражается, а 2. И обращаю ваше внимание на лист 10.2. Время глагола, собственно, настоящая сложная форма. Действие происходит в данный момент времени. Чтобы сложную форму, собственно, настоящего времени сформировать, мы должны воспользоваться формулой. Корень суффикса оп, эп, п. Далее идет один из 4 глаголов. Тр, отр, жир, жатыр, которые принимают личное окончание. Для тех людей, кто в школе учился, в колледже, в университете в Казахстане, я, наверное, не открыла Америку, как формируется эта форма времени. Другой вопрос, что очень часто люди, приходя ко мне на курсы, спрашивают, а скажите, а разница есть какая-то вот между 4 глаголами? Зачем их 4? Разве нельзя 1 использовать? Есть разница, иначе бы их просто не было. И давайте мы разберем разницу, вот что они обозначают. Дело в том, что есть 2 способа употребления, 2 принципа употребления вот этих вспомогательных глаголов. Первый принцип – это мы действительно можем отразить в глаголе физическое положение действия, совершаемого действия. То есть вот у вас здесь на листе 10.2 есть пример. Первое физическое положение, допустим, мен жазып отырмын. Я пишу. И мен жазып отырмын. И вот здесь, вот в этом предложении мы показываем, что прямо сейчас я пишу, причем вот это слово, оно не переводится, оно подразумевается. Вне из контекста вы понимаете, что человек сидит.
Потому что вот если меня взять, то мен жазып турман. Вот прямо сейчас перед вами, перед доской, на доске я пишу. И если мне сказать, то это будет правильнее, корректно сказать мен жазып турман. Я пишу, и здесь будет турман, то есть я стою. Из контекста вы понимаете, что я стою. Вот и второй способ использования этих 4 глаголов – это когда они показывают временной нюанс. Вот временной нюанс, и при этом эти 4 глагола, они частично теряют свое лексическое значение. Частично теряют. Допустим, вот в вашем примере приведем терезеге, қарап тұрмын. Перевод будет «я смотрю в окно». Причем из предложения мы понимаем, что прямо сейчас, и прямо сейчас, естественно, не переводится. Қарап тұрмын. Теперь давайте чуть детальней я вот поясню вот эти 4 глагола, но сейчас скажу о чистоте использования того принципа и того принципа. Мы с вами знаем, что в жизни есть такой, работает, во всех сферах работает один простой закон, закон Паретто, соотношение 80-20. Так ровно по этому закону физическое положение мы отражаем всего 20% случаев. Остальные 80%, то есть в основном вот эти 4 глагола, они обозначают временной нюанс. Давайте обозначим, разберемся с ними. Вот эти 2 глагола, тур и отыр, они обозначают действие в данную секунду времени. Вот прям в данную секунду времени с сохранением смысла стоя и сохранением смысла сидя. То есть вот я скажу про себя, мен сіздерге түсіндіріп тұрмын. Я сейчас вам объясняю, прямо сейчас объясняю. Допустим, менің қызым кітап оқып отыр. Моя дочь читает. Из наличия глагола «отыр» мы понимаем, что она прямо сейчас читает. Вопрос глагол «отыр», он не переводится. Переводится просто «она читает», и мы понимаем, что прямо сейчас. То есть вот эти 2 глагола, они обозначают прям действие в данную секунду времени. А вот эти 2 глагола, они обозначают действие в данный период времени. Так вот, в данном периоде времени жир обозначает периодичность действия, а жатыр – продолженность действия. То есть, когда уместно вот этот глагол использовать, когда мы с вами говорим о предложении, которое, ну, допустим, вот так, да, скажем, допустим, сен, кітапханаға, библиотеку барып жүрсің. Ты в библиотеку ходишь, причем вот этот глагол показывает, что периодически. Вот он глагол основной, вот он суффикс времени, вот он ты. Наличие глагола «жир» обозначает, что периодически. Дорогие друзья, не переживайте. Это время, ну, на первый взгляд, не совсем понятное, но у вас также, помимо объяснения в видеоформате, у вас есть сам урок распечатанный и много-много примеров. И также в уроках вы знаете, что есть алгоритм перевода. Поэтому не переживайте, разберетесь. Причем времена глагола, они разбираются именно, их не сколько, как сказать, при объяснении понимается сам алгоритм, а понимание приходит в процессе практики. Поэтому обязательно, чтобы разобраться с этим временем, нужно переводить. Также, и, допустим, вот глагол «жатыр», куда он подходит? Ну, к той ситуации, когда, ну, допустим, вот я могу про себя сказать, да, Алматыда тұрып жатырмын. Тұрып жатырмын. Мы видим глагол. Это я пытаюсь точку ставить, у меня как будто бы другая получается. Тұрып жатырмын. Мы видим сказуемое, давайте будем разбираться. Мы видим жатыр, понимаю, что это один из 4 глаголов. Мы видим я, что-то делаю постоянно, и вот что я делаю, живу постоянно. То есть я все время живу. В Алмате мы видим из наличия окончания. Вот разница этих 4 глаголов. Значит, давайте небольшое резюме.
4 вспомогательных глагола обозначают, во-первых, они используются иногда, редко, как физическое положение. Если я сейчас присяду, то я скажу «Мен сіздерге айтып отырмын». Я вам говорю, причем сидя. Вот в данную секунду я вам могу про себя сказать, что «Мен сіздерге айтып тұрмын». Я говорю, причем я стою. Это первый случай, когда мы используем, показываем вторым глаголом физическое положение осуществляемого действия. А второй случай, когда эти 4 глагола у нас имеют временной нюанс. Так вот, используя глаголы «тур» и «отр», что мы делаем? Мы показываем действие в данную секунду времени, в секунду, прям сейчас, да, стоя и да, сидя. А вот эти два глагола показывают данный период времени. И в данном периоде времени жир обозначает периодичность действия, и жатр – продолженное действие. Также этот глагол еще, эта форма времени богата на следующие вещи. В начале этого урока я сказала, что во всех временах есть какая-то самоиспользуемая часть, то есть есть такой самоиспользуемый, самый простой вариант. А мы изучаем все нюансы, чтобы для начала понимать, а в дальнейшем использовать эти все нюансы. Так вот, в этом времени также есть форма, которая является универсалом. И это облегчает жизнь, на самом деле, всем людям, которые начинают изучать казахский и говорить на казахском. Вариант вспомогательного глагола «жатр» – это вспомогательный глагол универсал. То есть можно не переживать. Если пока все нюансы не запомнились, можно ставить глагол и вторым глаголом использовать вспомогательные имена этот. И тогда действие будет обозначать просто в данный момент времени без всяких нюансов. То есть в нашем примере на листе у вас на листе указан, допустим, пример «Мен жазып жатырмын». Я пишу. Сен қарап жатырсың. Ты смотришь. Сіз тексеріп жатырсыз. Вы проверяете. Ол ойлап жатыр. Он думает. Эти глаголы просто в настоящем времени. Как если в прошедшем было бы «мен келдім», так можно в прошедшем, допустим, использовать вариант «мен келдім». Я пришел. И прямо сейчас я, допустим, вот вам говорю «айтып жатырмын». Вот в настоящее время вот он будет универсал. Поэтому не переживайте, уважаемые друзья, если поначалу немножко с 4 вспомогательными глаголами путаница в голове, мы их отписываем, тренируемся, а использовать можно вот этот вариант. Еще в этом времени есть такой нюанс, как глаголы исключения. Это глаголы «бара жатырмын», «апара жатырмын», «келе жатырмын» и «акеле жатырмын». Это 4 глагола, которые обозначают движение в данную секунду времени. И они используются только так. В чем их исключительность? Во-первых, они используются со вспомогательным глаголом «жатыр», и у них другие суффиксы. Это суффиксы «а» и «е». Также в этом уроке есть тренировочное упражнение по поводу этого исключения. Напомню, что «бара жатырмын» переведется вот в распечатке у вас есть «направляюсь», прямо сейчас направляюсь, а «апара жатырмын» несу, в данную секунду несу, приближаюсь, келе жатырмын. Глагол акеле жатырмын переводится 2 словами: несу и приближаюсь. Так, в тренировочных упражнениях этот нюанс времени также мы с вами отработаем. И на сегодня последняя небольшая тема. Это также это время, просто его отрицательная форма. Собственно, в настоящее время отрицательная форма. Как же мы можем сказать глагол «я не несу», «я не стою», «я не говорю», «я не смотрю»? Вот прямо сейчас. Все очень просто. Есть следующая формула. Мы берем корень глагола. Далее идут суффиксы «оп», «эп», «п». Далее следует слово «жаткан», потом «жок», и далее личное окончание идет. Вот у вас на листе 10.3 вот эта формула есть. Причем я хочу сказать, что суффиксы и жаткан-жок – это неизменяемая часть глагола, это часть, которая всегда пишется. Я хочу сказать, что она самая
активное, но не единственное. Еще есть 3 варианта, но вот этот вариант самый активный. Поэтому для начального, для первого уровня языка это вполне будет достаточно. И давайте мы рассмотрим пример. Мен билеп жаткан жокпын. Мы видим глагол билеу, танцевать. Потом мы видим вот эту конструкцию, которую мы понимаем, что это минус. И пн – это я. Я прямо сейчас не танцую. Давайте один пример разберем. Ты прямо сейчас не смотришь в окно. Ты прямо сейчас не смотришь в окно. Ты прямо сейчас не смотришь в окно. Первым делом ищем действие. Смотришь. Вернее, не смотришь. Мы первым делом определяем само действие, потом определяем время, и третьим этапом, кто действие совершает. Получается, не смотришь, так, смотришь, отрицание не смотришь, прямо сейчас в настоящем времени, и не секрет, что это ты действие делаешь. Давайте мы вот это с вами запишем в нашу формулу. Глагол смотреть карау. И далее действуем прямо по формуле. Дописываем суффикс «п», «караб». Потом идет неизменяемая часть, которая всегда из глагола в глагол используется. Жаткан, жок. Вот это постоянно пишется. И определяем кто. Жаткан, жоксын. Вот ты, смотреть, а вот это не смотреть. То есть ты не смотришь, и окно будет здесь. Терезеге. Терезеге карап жаткан жоксын. Вот так просто. Напомню, что в любом языке, в том числе в казахском, любую грамматическую конструкцию, чтобы обозначить любой смысл с любого языка перевести, мы должны этот смысл отразить в определенной формуле, то есть, скажем, загнать в определенную формулу. И тогда все спокойно, во-первых, раскладывается первым этапом, действуем по алгоритму, и, конечно, мы вторым этапом делаем много-много тренировки. И тогда мы с вами легко сможем говорить: я прямо сейчас открываю окно, я прямо сейчас не открываю окно. И следующий этап – это, конечно, выполнение домашнего задания. Я рада, если мы с вами, по сути, уже на 10-м уроке, это говорит только об одном. Это говорит о том, что мы с вами из урока в урок занимаемся, из урока в урок вы делаете домашние задания. Этому факту, на самом деле, я очень-очень рада. Осымен бүгінгі 10-шы сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.